Можно говорить или как? Да, можно начинать. Итак, добрый вечер. Я нажимаю сюда, правильно? Итак, добрый вечер, уважаемые родители. Надеюсь, что там есть и коллеги. Буду сегодня в интересном таком режиме работать, да? Если у вас возникнут вопросы, я бы попросила их прописать в конце нашего вебинар-часа, потому что есть некоторые проблемы с презентацией, правильно понимаю, да? Ну, чтобы я увидела их, да? Угу. Буду вам очень благодарна, если будут все-таки в конце. Спасибо большое. Итак, тема сегодняшнего нашего с вами мероприятия – это суицидальные риски. Как было названо выше, да, это риски для жизни и здоровья детей и подростков. И для начала, прежде чем начать свою презентацию, я представлюсь. Я консультант, психолог, да, педагог-психолог консультативного центра. В то же время я педагог-психолог, юридический психолог. Боже мой, даже не помню свои все профессии, дипломы, да, называется, кризисный психолог, на сегодняшний еще день клинический психолог, тренер-медиатор и нейропсихолог, да. Вроде все перечислила. Так, поехали. На сегодняшний день, правильно, нет, слайд я потеряла. Если мы говорим о суицидах среди детей и подростков на сегодняшний день, если раньше, лет 5 назад, существовала такая вероятность, скажем так, теория, что дети чаще всего кончают жизнь самоубийством весной и осенью, чаще всего это такая весенняя была, да, попытка закончить жизнь самоубийством, то на сегодняшний день кончают жизнь самоубийством. Есть такие случаи, когда делают детки и 10, 11, 12 лет. Да. Кто-то говорит, что мы молодее. Также было проведено ряд исследований, в которых говорится, что мальчики кончают с собой в 4-5 раз чаще девочек. И мы прекрасно знаем, как я обычно говорю, потому что сами родители, что мальчики наиболее чувствительные по сравнению с девочками. Более эмоциональные такие. Что же такое суицид? Суицид, да, по-другому в литературе его могут назвать самоубийство еще. Это один из наиболее таких трагичных видов девиантного, отклоняющего поведения. И оно заключается в том, что человек лишает себя жизни. И общая цель всех суицидов, независимо, будь это дети, будь подростки, будь это юноши, будь это даже взрослые люди, это поиск решения. Я не могу найти выход из ситуации из какой-то, да, мне очень больно, мне очень плохо, я не вижу никакого выхода, кроме того, как лишить себя жизни. Так, общий стимул при суициде, повторяюсь, это невыносимая психическая душевная боль, и никто не может мне помочь с ней справиться, да, и я не знаю, как с ней справиться. И, может быть, есть такие варианты на сегодняшний день, да, мне замечают, я неосознанно прошу этой помощи, но мне не помогают. Общий стрессор – это психологические потребности фрустрированные, которые не удовлетворяются никем и ничем, и я не могу их удовлетворить. И общая суицидальная такая эмоция – беспомощность, безнадежность. И в последних случаях, с которыми, вот, по крайней мере, и работала я не вижу смысла для кого и для чего жить. Поэтому там даже нету беспомощности, безнадежности, там какая-то пустота. Общее состояние – это человек, он одновременно пытается совершить самоубийство и взывает о помощи, потому что, по крайней мере, да,
кто может быть связан с этим, с суицидами, да, может кто-то обучался. Некоторые дети, есть ряд детей, которые говорят, я пойду повешусь, да, я пойду там что-то сделаю. Родитель говорит, ну иди, он идет, он может быть одевать там веревку, может резать и ждать, когда придут, когда его спасут. Ну вот такой интересный есть у нас вариант. Да. Я вроде совершаю самоубийство, в тот же момент вызываю о помощи. И наши родители иногда эту помощь не видят и не слышат. Если мы все-таки с вами говорим о детках, да, и о детках подросткового возраста, а на сегодняшний день, опять же, существует такая теория, что если раньше у нас подростки были в 12, 13, 14, 15 лет, то на сегодняшний день подростки у нас начинают с подростковый вот такой кризис с 9 до 25 лет, да. Кто-то говорит до 14-15, ну вот последний вариант я слышала до 25 лет. То психологический смысл подросткового суицида – это чаще всего будут дублироваться несколько раз крик о помощи. Либо на сегодняшний день есть такие варианты – это протест, месть. У кого-то это стремление привлечь внимание к своему страданию, что мне плохо, сколько вы можете работать, сколько вы можете обращать внимание там, на братика, на сестру, обратите на меня. Поэтому я буду вам говорить, что я не хочу жить, я уйду от вас, либо что-то сделаю с собой. Опять же, в моей практике, если отклоняться, да, был такой вариант, мальчик, но он начал чисто манипулировать, да, сперва, значит, я ухожу от вас, собирает вещи и выходит, одевается в коридор с этой сумкой с вещами, что вы меня не любите, любите больше младшего братика, да, и вроде возраста его только начальное звено. А вот в более, скажем так, старшем возрасте, в 10-11 лет, как что-то там случилось, да, и что-то его очень эмоционально задело, да, я даже не скажу, что не выполнили какое-то его требование, да, но вдруг ему сказали, он посчитал, что это его обидели, это незаслуженно, и он в этом не виноват, я пойду сейчас что-нибудь сделаю, да, привлекал внимание к своему страданию, что мне сейчас плохо, это незаслуженно, это не я виноват. Либо как последний, опять же, вариант, буквально на днях, там не связан с суицидом, но один из вариантов развития такой, скажем так, событий, да, либо я не пойду ходить, не буду вообще ходить в образовательное учреждение, либо что-то с собой, либо что-то там еще. Как ребенок говорит, он просто стал в образовательном учреждении вести, со слов педагога, со слов родителей, очень-очень плохо, да, где-то кого-то, я бы не сказала даже, что ударит, да, заденет, где-то, может, ответит учительнице, может, со слов уже мальчика, да, я просто защищал своего друга. Почему на него там кричат, почему его заставляют что-то делать. И в итоге у него вот, ну, не отметка о поведении, да, запись, что он вел себя не очень хорошо. Так, это психологический смысл подросткового суицида. Анализ мотивов суицидального поведения подростков, он все-таки подтверждает мысль, когда проводили вот этот анализ, да, что суицидальный поступок ребенка – это обращение к значимому другому. И чаще всего это, если хорошие отношения, это родители, да. Но опять же на сегодняшний день либо это неразделенная любовь, либо это... мне, боже мой, какой случай-то вспомнить, да? Либо меня кто-то обидел, сделал больно, да, не только из друзей, товарищей, тех, с кем мы дружили много лет, там более 10 лет, если мы говорим о подростках, да, но и это обращение такому к значимому человеку, как, например, педагог. Я не буду ходить в эту школу, я не буду ходить, заниматься этими уроками,
С одной стороны, мне вроде не интересно, а с другой стороны, вообще жить не хочу. Зачем и для чего? Поэтому, значимые взрослые, мне помогите, пожалуйста. Я могу дальше продолжить? И риск совершения суицида именно детей подросткового возраста, да, он повышается при употреблении наркотиков, алкоголя, тех же самых спайсов, игровой или интернет-зависимости. Спасибо большое. Я надеюсь, что меня все видят и слышат, да? Итак, мы с вами перешли к следующему слайду: особенности суицидального поведения детей и подростков. Суициды, напоминаю, бывают разные, да, бывают помимо детских, подростковых, бывают еще и взрослые. Так вот, особенность детских суицидов заключается в том, что они очень впечатлительны. Они очень внушаемы. Вы помните, был такой период у нас, как все говорили, синие киты-коты. Сегодня вспоминаю о котах, да. И можно было прямо в игре внушить, потом появились какие-то котики, да, потом появились какие-то феечки, говорили, даже был такой период, говорили для детей дошкольного возраста. Поиграешь, и там тебя ждет приз. Так вот, за счет своей впечатлительности, вау, это прошел, вау, это сделал. На сегодняшний день, разговаривая с педагогами, с психологами образовательных учреждений, да, с психологами, скажем так, медицинских организаций, они говорят, вот, и просто с родителями и с мамами, да, говорят, вот есть какой-то фильм, название вам не скажу, не запоминала, не записывала, и на основе этого фильма, да, там типа как квесты, дети, взрослые проходят задания, если ты не прошел это задание, то итог у тебя ждет смерть, да, и что на сегодняшний день, опять же, создана такая игра, квест-игра для подростков и в интернете. А раз мы очень впечатлительны, эмоционально нестабильны, особенно дети подросткового возраста, да я большой, я маленький, я кто? Я могу принимать решения, я не могу принимать решения, что мне делать, куда бежать. И вот мне сказали, да, вы извините, я буду перескакивать, но чтобы понятно было. Опять же, последний вариант консультации. Я буду курить спайс, потому что друзья, товарищи, уже не мама с папой, не родственники, близкий круг, да, сказали, что он не вредит здоровью. Это говорит о том, что я внушаю. Мне сказали, друзья, товарищи, а я подросток, и для меня становятся значимы мои друзья, товарищи, мои, как сказать, сокурсники, соученики. Я же буду верить им, а не кому-то другому. Поэтому я это буду делать, да. Также способность ярко чувствовать, переживать. Буду останавливаться, простите, на тех моментах, которые затронули меня и были как бы в моей практике. Девочки переживали, вот у нее был рак, вот я не могла, я теперь виновата. То есть за счет той способности чувствовать, переживать, склонности к колебаниям настроения, да, слабости каких-то критических способностей, я начинаю чувствовать вину, да, гнев на окружающих взрослых, которые не увидели, не слышали, что кому-то плохо, да, что вот и кому-то сказали, там может быть один из вариантов, какой-то плохой диагноз, да, либо его бросили, да, самый легкий вариант, либо учитель при всем классе как-то его назвал. Что делать? Я пойду, я помогу ему сделать, и если он говорит, да, как один из вариантов, что нужно покончить жизнь, да, доказать, а может быть нас еще и спасут, успеют, да, я пойду вместе с ним за компанию это сделаю. Надеюсь, что мягко, но четко объяснила. Особенности суицидального поведения детей и подростков – это гнев, протест, злоба, нежелание наказать и желание наказать себя, других. Вот не будет меня, вы обо мне еще вспомните, да. Они также могут лежать в основе развития суицидального поведения, но чаще всего на сегодняшний день, вот опять же, да, с чем сталкиваюсь я, это гнев.
это злоба, а какая-то обозленность на окружающий мир. И опять же тот же самый поиск, зачем я живу, я не нужен маме, я не нужен папе, да, я не нужен школе. И поэтому я думаю то, о чем, о смысле жизни. Повышенная склонность к самоанализу, пессимистическая оценка окружающего своей личности, да, это может спровоцировать суицидальный поступок, да. Ну какой я? Мама говорит, Дуся, да, пардон. Учителя в школе говорят, ну вообще с вами о чем разговаривать, да. И, ну там еще кто-то может где-то что-то сказал. И все, у меня возникает такое настроение, если еще дома что-то не получается, где-то там не получается, я не успешен, то, соответственно, у меня пессимистическая оценка, в первую очередь своей личности, потом всех окружающих, да. Иногда бывает, что некоторые, редко по-другому, всех окружающих относятся к ним плохо, оскорбляют, унижают, да, вот протестное такое поведение у них возникает, девиантное, а потом переключаться на себя, и опять же, это один из признаков, что он может что-то совершить с собой, да, вот, например, как одни молодые красивые говорили, ну, а что, я вот, когда мне очень плохо, я должен держать марку, но я вот себе вот так карандашом, ручкой нажму, да, и мне хорошо. Я никому не хамлю, никому не грублю, но мне больно. Раз нажал, почувствовал, второй раз, третий, а четвертый, пятый уже не могу не почувствовать эту боль. И итог, ну, такая непреднамеренная, но суицидальная, скажем так, поступок. Итак, что еще? Эмоциональная нестабильность. Наши подростки, дети подросткового возраста, да, они почти, можно сказать, как написано на слайде, почти четверть здоровых детей, да, они эмоционально нестабильны. И они не умеют ослабить эмоциональное напряжение. Если им плохо, то им плохо навсегда, да, скажем так, на сегодняшний день точно. И все плохие вокруг них. Если им хорошо, то они идут по земле, вот как говорят, летит по земле, ему комфортно, и все окружающий мир вокруг него очень хороший. Итак, что же еще входит в особенности суицидального поведения детей и подростков? Дети, ну, нередко многие подростки, но это единицы, они, когда совершают суицид, либо говорят, что я сейчас пойду и там что-то сделаю, они не предусматривают смертельного исхода. Да, дублируюсь, уважаемые, да, ну, вот это как-то так, да. И это происходит из-за непонимания смерти, да, потому что в младшем возрасте это, ну, что-то временное. Я поспал и снова встал, потому что большинство родителей на сегодняшний день, опять же, это мой жизненный опыт, да, моя практика. А мы не говорим, что умер, мы говорим, что уехал, а мы говорим там, что на небе, что-то еще, да. Дети думают, ну, вот его нету сейчас, но он же когда-то появится. Поэтому смерть для меня – это сон. И он не всегда связан с собственной личностью, с собой. Ну, я как бы засну, а потом я проснусь. И часто младшие школьники думают, что если меня не будет, значит, я плохо делаю. А если я есть, значит, все со мной хорошо, и смерть для меня. Я же совершал и хорошие поступки, и, соответственно, я не могу умереть, меня кто-нибудь спасет, либо вот что-то случится, и я спасусь, как в сказке. Надеюсь, объяснила как бы следующий пункт, да. Для подростков же смерть, она более очевидна, но они фактически в силу своего, скажем так, юношеского максимализма, да, подростковой такого «я все могу», «все у меня получится», да, они отрицают ее для себя. Они начинают экспериментировать с опасными веществами, да, либо вовлекаются в какую-то привлекательную для себя активность, залезть куда-то, сфотографироваться, я раз залез, два залез, а мы с вами прекрасно знаем, чтобы у детей сформировался положительный тип поведения, скажем так, удобный для нас, для окружающих, для самого ребенка, нужен 21 повтор.
И вот если у ребенка раз в 5-6 получилось, что он залез, мог сфотографироваться, либо поезд едет, да, и на бегу забегать в эти вагоны, прицепляться к этим вагонам, простите, без научных слов, то я чуть ли не всесилен, я буду жить, со мной ничего не случится, да. И в дальнейшем вот подросток, он принимает мысли о своей смерти, но если даже есть какая-то тревога, что вот здесь мне не получится, здесь вот что-то не то, я вот нутром чувствую что-то беспокойство, но он отрицает, потому что в тот раз это получилось, хотя было что-то подобное. И в развитии суицидального поведения подростков, детей, да, немаловажную роль играет подражание. Я буду себя вести как любимый герой, я буду вести себя как подруга, которая мне нравится, она смогла, я сделала это, да. И повышенная, повторяюсь еще раз, внушаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки. Я не хочу вас, уважаемые коллеги, родители, как бы напрягать, да, скажем так, говорить самое страшное, но в моей практике был один из годов, когда была, как мы говорили, да, и потом Следственный комитет Республики Коми заинтересовался, групповое такое. Человек, наверное, там было 10-15 подростки. Сперва один что-то случилось, я даже вам сейчас не буду говорить, что, ну, ушел из жизни, да. Потом буквально через месяц, через два, там, второй, да. Прошло буквально полгода, случайно, как они сами говорят, что-то случилось там еще с одним, да. Потом какое-то затишье было, ну, грубо в течение года, да. А потом резко, ни с того, ни с чего, вот человек 6, наверное, приводили ко мне вот на консультацию. Вот вчера она была, не заикалась, ничего, а сегодня в школу не пришла, и вот говорят такую вещь. Так вот, когда мы разговаривали с этими оставшимися, скажем так, ребятами, да, вроде бы все из одной классы, из школы, из одной параллели, там 1 или 2 были совсем из другого как бы образовательного учреждения. И вот у них уже возникали суицидальные, не то что попытки, суицидальные мысли, да, что вот он же ушел, я ему не помогла, зачем я здесь живу? И вот тот ушел, и тот ушел. Помните, еще фильм какой-то есть, надеюсь, вы помните, потому что я не очень сильна в этом фильмах, да, что от этого же не уйти. И в фильме также говорила, вот здесь ее спасло, но в итоге все равно с ней случилось самое страшное. Тогда зачем ждать, когда случится это самое страшное? Может, здесь сегодня и сейчас это сделать? Я вам, уважаемые родители, объясняю, ну, как бы очень мягко и стараюсь на примерах. Поэтому, если что, чат я уже вижу, вы мне можете написать, как бы задать вопросы, и я постараюсь, надеюсь, что вам отвечу. То есть это мы говорили о групповых суицидальных попытках, да? Но это есть. Там было и подражание, и повышенная внушаемость. Также для подростков, вот именно для подростков особенности суицидального поведения детей, характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств с отклоняющим поведением, таким как побегами из дома. Мы уже говорили про это, кому он нужен, да, меня не любят, поэтому я пойду туда, где меня будут любить. Буду искать тот лучший мир, особенно если в СМИ и везде говорят, что есть лучший мир, где живут богато, где легко достаются деньги, где я становлюсь звездой. Попыток самоубийств с отклоняющим поведением. Так, пробежала, простите, пожалуйста. Прогулами школы. Опять же, зачем я буду ходить в школу, я ничего, может, и не понимаю. Может, я пропустил где-то, а может быть, мне не так учитель сказал. Есть вариант. Ранним курением, да, мелкими какими-то кражами, скандалами, конфликтами с родителями, связанное с употреблением ПАВ, да. И есть даже суициды на сегодняшний день, которые связаны с сексуальными эксцессами, как написано, да. Ну, вот это есть, и это наша жизнь, да. Это особенности именно суицидального поведения детей. То есть я не вижу смысла жить, помогите мне. Мотивы суицидального поведения. Я надеюсь, что мы быстро с вами пробежимся, да. То уже, о чем не раз повторялось, то, о чем вы прекрасно знаете.
Это обида, это чувство одиночества, если ребенок еще изгой в классе, если у него нету друзей, если его не понимают в семье, да, нету друзей, нету кого-то, куда он ходит. Это отчужденность и непонимание, да, я говорю маме, она поддакивает, а я спрашиваю, она так смотрит, а ты что-то говорил? А ты что хотел? Я не понимаю, зачем тебе это нужно. Действительно ли мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство и ревность, да? Вот зачем она его родила? Он мне не нужен, они меня не любят. Переживания по поводу смерти, развода или ухода родителей из семьи. Извините, но остановлюсь на маленький кусочек здесь. Приехали в один из районов Республики Коми, и это было связано, как говорят, вызов был по самоповреждающему поведению, да. Но мы столкнулись, ну, лет 5 прошло, но до сих пор помню эту девушку, пусть будет девушка, да, и надеюсь, что она жива, что родители нас услышали, да. У нее были переживания по поводу смерти. Умер значимый для нее человек, бабушка. Ей не дали с ней проститься, не дали присутствовать на похоронах, она не ходила на могилку, не прощалась. И в какой-то промежуток времени она закрылась, перестала дома разговаривать. Вроде бы в образовательное учреждение ходила. В какой-то промежуток времени после школы она стала на улице возле подъезда до 5-6 вечера, училась первую смену, ждать родителей домой не заходила. Я не могу зайти домой, я не хочу зайти домой. В какой-то период, через какой-то промежуток времени она со школы шла куда-то, но не домой. Потом она перестала, вроде родители говорят, стала плохо есть, спать или что-то. Мы не замечали. И когда проводили тестирование, да, и когда с ребенком по этому тестированию в присутствии родителей стали беседовать, она четко так и сказала: я приходила домой, где меня ждали. Ждала любимая бабушка, со мной разговаривала. Вы сказали, она умерла, а ее просто нет дома. Умерла она как? Что? Поэтому я тоже не хочу жить. То есть она уже одной ножкой, скажем так, не видела смысла жизни. Я не могу понять, куда она делась, умерла это как. Плохой момент, ну как-то так. Так, чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия и либо самообвинения. Уже говорили про чувство вины, стыд тоже. Я сделал плохое, зачем мне жить? Да? Оскорбленное самолюбие. Значимый взрослый сказал: ты кто, ты тряпка половая. Опять же смысл. Страх позора, насмешек или унижения. Ну как я пойду, там все вот с такими телефонами, да, ну как я пойду, там у всех вот это. Самый простой вариант берем, да, ноутбуки, у всех там это, ну куда я пойду? Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность. Зачем я буду жить, я беременна? Мама с папой, если еще и верующие, кому и зачем это нужно, да? Сексуальные эксцессы, ну вот случилось, не могу никому об этом рассказать. Не могу ни с кем с этим поделиться. Что делать? Чувство мести, злобы, протеста, угрозы или вымогательства. Это как фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К», да? Туда его немножко отвлекем. Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных последствий и уйти от трудной ситуации. Не могу исправить эту двойку, да, извините за выражение. Не могу сдать этот экзамен. Что делать? Страх наказания или нежелание извиниться. Мама сказала, меня убьет. Мама, может, фигурально выразилась, да, а ребенок понял буквально. Зачем ей убивать, да? Зачем она будет страдать, а зачем она будет там потом еще что-то, лучше я сам себя. И то, о чем мы говорили несколько раз. Сочувствие или подражание товарищам, героям книг, фильмов, публикаций в СМИ. Вот он смог, и я смогу. И я это сделаю. Так, уважаемые
Родители, коллеги, просто слушатели. Напоминаю, внешние признаки возможного, это возможности суицидального риска. Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе, к оценкам. У детей подросткового возраста прослеживаются такие слова: зачем учиться? Зачем ходить в эту школу? Мне это не интересно, я этого не хочу. Затяжное подавленное настроение, низкий эмоциональный фон и раздражительность. У подростков за счет того, что вообще подростковый возраст, у них гормональный взрыв, они за счет этого и так раздражительны, и так эмоционально на все реагируют. А здесь оно прямо затяжное, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. И ничего не хочу, и что ты ко мне пристала, и отстань от меня, и ты опять, и опять. Резкое изменение поведения. Он стал неряшливым, не хочет разговаривать с близкими ему людьми, приводит дела в порядок, да? Стал дарить дорогие ему вещи, которые он там берег, пылинки с них сдувал, так нельзя, не трогайте. Теряет интерес к тому, чем раньше любил заниматься, и отдаляется от друзей. Разговоры или намеки на желание умереть или нежелание продолжать жизнь. Намеки могут быть даже вот фильм он посмотрел, а ты видела этот фильм, а ты читала эту книгу. Все, это уже повод о том, чтобы мы себе поставили такой, как я говорю, крючок и подумали, а причина, по которой он об этом со мной заговорил. И опасное поведение с высоким риском причинения вреда своей жизни. Знаки проявления мы уже с вами их проговорили, в принципе, напоминаю еще раз. Поведенческие признаки. Внезапная замкнутость и отказ от общения с другими детьми, с коллегами, с ровесниками, со значимыми взрослыми. Употребление спиртного или наркотических средств, но это не всегда бывает. В своей практике этого еще не видела, скажем так. Но замкнутость видела. Избегающее поведение, да, прогулы в школе, исчезновение. Безразлично негативное отношение к своему внешнему виду чаще всего бывает. Безразлично иногда бравирующее отношение к ситуациям неудачи в повседневной жизни. Что ты стоишь? Пошли, ну светофор когда сработает, мы успеем с тобой перейти. Это безразлично бравирующее отношение к ситуациям неудач. Ну что он сделает? Убьет? Ну ничего страшного, сходим посмотрим, да. Бывает просто хвастовство, бывает просто вот такой я бравирую, а вот здесь что он сделает? Перед машиной пробежим? Ну, пробежим, ничего не случится, затормозим. Внезапное враждебное поведение, да, какие-то социальные поступки, инциденты с правоохранительными органами, да, участие в беспорядках. И внезапно могут появиться проблемы концентрации внимания. А я не помню, о чем мы об этом говорили. Снижение успеваемости, активности и неспособность к каким-то волевым усилиям. Я не вижу смысла их делать, да, я не хочу, не буду это делать. Это есть. Что-то хотела такое интересное сказать. Вспомню, скажу. Инциденты с правоохранительными органами. Жизненный случай вспомнила. Это касается не подростков, просто хочу вам как... Ну, один элемент, скажем так, внушаемости. Молодой человек, да, может быть в подростковом возрасте, может быть в возрасте 18-20 лет, был период, когда у нас не то что по республике, даже по России, скажем, ходили цыганки, наверное, все помнят, да. Так вот, в одно из таких гаданий, да, на учебе или где он там был, неважно, и в принципе не знаю, ему сказали, он проживет в крайнем случае до 40 лет. Вот понимаете, ему сказали, и он все, он поставил точку. Настолько вот это внушаемые, есть у нас молодые люди, насколько внушаемые подростки, чужой взрослый, ему сказал, а еще и объяснил почему, да, тут на пальцах, да, все. Вот у того взрослого, о котором я рассказываю, да, такой же вариант может быть и с подростками, еще раз напоминаю вам, и делаю такой маленький уклон, да, он поверил, он закончил учебное заведение, он поступил на работу, у него появилась семья, дети, и когда ему говорят, что почему детей не воспитываешь, там надо то-то, то-то, он говорит, зачем? Я до 40 лет
умру. В 40 лет меня уже не будет. Может быть, даже в 30, 35. Он сам начал вот эти моменты своей жизни, года себе снижать. А зачем? Мне этого не будет. К чему я это веду? На сегодняшний день этому молодому и красивому, да, 50 лет. И вот когда случился вот этот переломный этап 40, а он жив, для него это был такой всплеск, шок, не знаю даже сказать, такой, я жив. И он стал оглядываться на прошлую жизнь, что я потерял. Вот это, наверное, самый тяжелый такой момент в общении с нашими детьми и подростками. Они настолько внушаемые, настолько эмоционально нестабильные, да, что вот проговорить с ним, как-то показать им это будущее, это очень-очень тяжело. Особенно если кто-то им сказал, кто для них, ну вот, значим, скажем так. Либо если их команды, группы, друзей, товарищей, кто-то уже ушел из жизни. Перевернуть их к позитиву, к положительной, скажем так, стороне жизни, это действительно, да, по крайней мере, повторяюсь, тяжело. В каких-то случаях ты думаешь, боже мой, это так нереально, но только бы жил. И общаясь с некоторыми на сегодняшний день молодыми людьми, которые были подростками, и так получилось, что я с ними работала по суицидальным намерениям, скажем так, да, по суицидальным мыслям. И мы встречались несколько лет назад, и кто-то сейчас даже встречается, они говорят, боже мой, вот оборачиваясь назад, вспоминая это время, какой дурак был. Спасибо, что там родители обратили внимание. Спасибо, что обратил внимание, вот был случай, тетя обратила, услышала и привезла, да, скажем так. Вот спасибо, что вот этот человек, который увидел, заметил, да, что-то там где-то, он не просто так, а это просто поговорил и ушел. Он потащил, он стал делать, он стал взаимодействовать с этим подростком, он стал прилагать какие-то усилия. А на сегодняшний день очень тяжело понять, это действительно бравада или это действительно правда, потому что большинство исследователей говорят, раньше, если было демонстративное поведение, и они демонстративно говорили, я пойду повешусь, я пойду там порежусь, и мы могли говорить, что это нереально, это такой вот, ну, фантастический, еще раз повторяю, демонстративный суицид, он ничего с собой не сделает, просто провирует. То на сегодняшний день даже демонстративный суицид – это уже попытка к самоубийству, это уже можно рассматривать как истинный суицид. Надеюсь, понятно объяснение. Итак, особенности эмоционального состояния, особенности мышления, свидетельствующие о суицидальной угрозе. Это невыносимая психологическая боль, которую они пытаются уменьшить любыми средствами. Повторяюсь еще раз. Если не порезы, если не, как говорится, тычки себя, то, может быть, будут даже пытаться. Вот у меня болит голова, ну дай таблеточку. Могут пытаться таблеточками. Либо алкоголем. Разочарование в удовлетворении каких-то психологических потребностей. Потребность самая простая. Базовое доверие, безопасности, возможности достичь чего-то, овладеть чем-то. И поиск решения проблем не дает результата. Он видит везде тупик, то, что наводит мысли о смерти. Присутствует беспомощность и прям безнадежность. На этих детей смотришь, и он такой сидит, говорит, я ничего не могу, я ничего не хочу. А зачем? А почему? Даже почему не то вопрос. Не хочу, у меня все равно не получится. Вот так сидят. Это конфликт ценностей и полярность мышления. Он видит вещи все в черно-белом цвете. У него либо все это хорошо, либо все плохо, цветного нет. И противоречивость в отношениях мышления. Он, например, вот любит, вот прямо любит, вот по последнему случаю, брата, везде, как я тебя люблю, как ты будешь без меня, да, а вот вы его покормили, хотя самому 11-12 лет, да, но когда ты просишь нарисовать его семью, он рисует мама, папа и он. А где брат?
Нету. А где он? И я не могу подсказать, ты хочешь его добавить, он не влез на рисунок или как. Это противоречивость, да, в отношениях и мышлении. И противоречивость в принятии своего решения о жизни и смерти. И именно эта противоречивость дает возможность вовремя предотвратить суицидальный поступок. То есть ребенок в момент в этот момент этой противоречивости пытается нам показать, что все увидели его боль. И что ему плохо здесь, что, может быть, есть варианты, да, что хочу ли я вообще чего-то. Так, особенности эмоционального состояния. Напоминаю, уважаемые родители, словесные ключи, словесные слова, да, прямые или косвенные сообщения. Я не хочу жить, я хочу умереть, я больше не могу это выносить, ты меня больше не увидишь, ты меня не любишь, скоро все это закончится, подожди немного. Шутки, иронические высказывания о желании умереть, об бессмысленности жизни, уверенность в беспомощности и зависимости от других. Ну что я могу? Я ничего не могу. Вот это делает мама, вот это делает папа, в школе и то за меня делают друзья. Прощание, да, они начинают прощаться, хотя даже по последним вариантам, как бы прощения у подростков, ну, не замечала, скажем так, да. Может быть, прощание там предместные записки, либо «мам, как я тебя люблю», обнять. Самообвинение во всем виноват только я. И сообщение в конкретном плане суицида. Некоторые четко и ясно говорят, что я хочу, я пойду сейчас это делать. Некоторые начинают к этому готовиться, что «мама, разбуди меня в 5 утра». Это было весной, да, подросток говорит: «Мама, разбуди меня в 5 утра». Она говорит: «Зачем? Но мне нужно что-то сделать», да. То есть суицид – это чаще всего весна и осень. И чаще всего, вот как говорил, по крайней мере, мой преподаватель, 3, 4, 5 утра. Вот такое утреннее время, вроде уже не ночь, еще и не утро. И вот в том варианте, в котором рассказывала, в том случае, мама говорит, меня напрягло, что разбуди меня в 5 утра, около 5 утра. И я стала за ним наблюдать. Что и как. И поняла, что что-то не то. Оказывается, он стал пропускать школу. Оказывается, он стал в интернете искать какие-то варианты, как покончить жизнь самоубийством. И поэтому я забеспокоилась и начала искать, как выйти из этой ситуации. Потому что, когда я ему задаю вопросы, он молчит и говорит: ты неправильно поняла, либо отстань от меня, либо кричит. Да. Угу. Факторы суицидального риска на сегодняшний день, да, существуют вот такие факторы, врожденные, либо наследственные психические, либо нервно-психические какие-то заболевания, либо тяжелые эндогенные заболевания, как вот один из вариантов девочка сказала всем друзьям, товарищам, через одного, да, что у меня рак, мне сказали, жить всего лишь месяц. Либо случаи самоубийства близких родственников. Бабушки, дедушки, либо если я это еще видел, либо слышал, то это врожденно, они считаются факторами. Но никто не говорит, что это стопроцентная такая гарантия, что это обязательно случится в вашей семье, как бы с вашими детьми. Хотя существует, опять же, учение психологическое, скажем так, одно из направлений психологии, называется оно «Системные расстановки», и там рассматривается этот вариант, как вот именно действительно из факторов, почему ребенок у вас плохо ведет, перестал делать то-то, 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 говорит, потому что у вас там в роду, напрягаю вас, простите, пожалуйста, да, был такой-то случай. Есть такой вариант, но не стопроцентный. Индивидуально-психологически высокая тревожность, эмоциональная нестабильность, агрессивность, замкнутость, депрессия, неадекватная самооценка, недовольство внешностью, способностью, зачем мне это все досталось, да? Тяжелое переживание возрастных кризисов, акцентуированное поведение неправомерное, трудности адаптации к социуму, коллективу, отсутствие целей в жизни. Не останавливаюсь, чтобы вас очень сильно как бы не задерживать. Но это индивидуально, психологически. И на сегодняшний день наши подростки чаще всего, они
у них выраженная высокая тревожность, эмоциональная нестабильность, агрессивность, замкнутость, депрессия и вот эта трудность адаптации к социуму, к коллективу. И цель, чего я хочу в этой жизни. И приобретенные, как говорят, если раньше было у нас врожденное индивидуально, на сегодняшний день разговаривают о приобретенных факторах. Это в семье, какая семья, алкогольная, да, конфликтная, вот какая семья, да, в школе принял меня в класс, либо не принял меня в класс, кто я там и что, в сфере общения, да, с кем и как мне нравится общаться, и в сфере досуга я чем-то увлекаюсь, либо просто сижу дома. Группы суицидального риска, все это прекрасно вы знаете, но на всякий случай. Это дети, которые находятся в сложной семейной ситуации, развод родителей тоже влияет на то, чтобы ребенок подумал, зачем я живу. Если особенно он на себя взял еще вину за развод родителей, то это самый, наверное, главный такой, да, фактор, что ребенок может думать, меня не будет, а они сойдутся, или будет хорошо. Дети, испытывающие проблемы в учебе, особенно педзапущенность, не имеющие друзей, не имеющие устойчивых интересов, склонные к депрессиям, перенесшие тяжелую утрату, да, любовь ушла, либо значимый взрослый ушел, остро переживающие несчастную любовь, она меня не любит, кому я нужен, имеющие семейную историю суицид, употребляющие алкоголь, психоактивные вещества, потому что я об этом не думаю. Мне предложили, я это сделал под действием алкоголя. Имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические соматические заболевания и совершившие уголовно наказуемый поступок или ставшие жертвой уголовного преступления, в том числе насилия. И чаще всего, как показывает, скажем так, как говорится в литературе, жертвы уголовного преступления – это дети, подвергшиеся сексуальному насилию и попавшие под влияние других детей, каких-то молодежных течений, каких-то вот таких игр. Что-то переходит. Необходимые условия профилактики именно в подростковой среде, с подростками. Желательно, чтобы была благоприятная эмоциональная, психологическая атмосфера в окружении ребенка. Если не в школе, мы не можем это сделать, мы не находимся, как родители, 8 часов в школе, то хотя бы в семье, чтобы его приняли, чтобы его выслушали, чтобы родители слушали, слышали. И я бы как психолог, да, проговаривала, научали его разрешать вот эти конфликтные ситуации, неприемлемые для него ситуации. Но не разрешать, если не можем, то хотя бы как-то относиться к ним по-другому, с менее выраженным таким дискомфортом, да, чтобы где-то найти позитив. Но это случилось сегодня, и хорошо. А что ты из этого вынес? Какой ты урок из этого вынес? Там был плюс или минус для тебя? А если был минус, как его можно в плюс сделать? Ну, либо все-таки плюс-то там какой-то есть. То есть мы ищем хотя бы этот плюс, благоприятность. Чтобы ребенок пришел и рассказывал домой то, о чем у него творилось. Чтобы мы знали, что у него на сердце, на душе, именно с его уст, а не с уст какого-то другого человека. Насыщенность жизни яркими событиями, которые дают подростку почувствовать, достичь успеха, да. Даже если он никуда не ходит, если он ничего не хочет, со мной, ради меня, ну поехали туда, ну давай сходим сюда, а здесь интересно, а я хочу здесь, а я боюсь, а с тобой мне будет не страшно. То есть в какой-то момент я обычно говорю так, играй сама роль ребенка. Ну пойдем, пожалуйста, сходим со мной, ну пойдем, пожалуйста, это сделаем вместе. На лыжах, а вдруг я упаду, а вдруг со мной что-то случится, а ты будешь рядом, я уже буду спокойна. И на лыжах и природу посмотрели, и чай попили с пирогами, да.
Возможность доверительного общения подростка с родителями, да, искренний интерес со стороны взрослых к событиям жизни, чувствам, переживаниям подростка. У него это произошло, не прошло. У тебя что-то сегодня было интересное. Я в ленте прочитала новостей. Учительница написала, а что ничего не было? Ну, наверное, по математике и с умным видом садимся, изучали новый материал. Если ребенок, да, подросткового возраста вас берет за руку, да, даже есть статья, не помню где, да, и идет с вами куда-то, я всегда говорю, да это классно, что он за руку с вами сходит, какого не был бы возраста, он вам доверяет, он вас ценит, а не то, что так, на выпускной ты не идешь, потому что ты страшный, либо я тебя стесняюсь, я один пойду. Если ты пошла, ты где-нибудь там, ко мне близко не подходи. Это уже ни о каком доверии не говорит. Это уже говорит о конфронтации. Поэтому, когда ребенок, если вам доверяет, это вообще прелесть. И надо сделать все для того, чтобы он доверял, да. Самой рассказывать, а у меня сегодня на работе случилось то-то, а я сегодня увидела того-то, а у меня такая была неприятная ситуация, но я вот так вышла, но я не смогла выйти хорошо для себя, но зато для себя плюс я нашла, если повторится эта ситуация, а она может не повториться, положительные моменты. В следующий раз я могу сделать так-то, я могу сделать так-то, я могу сделать так. Я уже научаю ребенка, как себя вести. Помощь и поддержка в решении проблем, преодолении трудностей. Я знаю, я уверена, что ты получишь, у тебя получится. А как говорят психологи, если, девочки, я могу сказать сразу, да, ты некрасиво сделала, и я надеюсь, что ты сделаешь красиво, то мальчику обязательно должна сказать, ты такая умница, ты дома моешь посуду за всей семьей, но у тебя там плохо что-то получается. И я уверена, что у тебя лучше это получится. Ну, вот какой-то такой пример, который у меня пришел сразу в голову. То есть я мальчик обязательно плюс, потом говорю минус, потом снова говорю плюс. А девочке я могу сказать плюс, минус, минус, плюс. Да? Это будет помощь и поддержка, хотя бы поддержка в психологическом плане, в решении каких-то проблем. Я уверена, что у тебя получится разрешить. Да? Я знаю, что преодолеешь эту трудность. Мы можем вместе подумать с тобой, как это сделать. Так, мы остановились с вами еще. Устойчивые социальные связи, значимые для подростка. Нравится ходить к бабушке. Нравится ходить там к каким-то друзьям. Там есть тоже подросток такого возраста. И они должны быть устойчивы. А не то, что сегодня мы с бабушкой дружим, ходим к ней на пироги, а завтра мы враги номер один. Нет, они должны быть устойчивые, постоянные. И контроль использования ребенком интернет-ресурса. Кто-то ставит специальные программы, да, на какой-то период времени, да, кто-то там дает по часам, у тебя только в воскресенье час заниматься, да, кто дает как поощрение. Но есть же моменты, когда ребенок, особенно подросткового возраста, он лучше вас разбирается в этом интернете, во всех этих программах, и нужно же узнать. Я всегда говорю, ну это мой личный, опять же, опыт, это как мама, да, подростка. И я говорю так, там появилась какая-то новая игра, а я не могу туда войти. Ты ее видел, слышал? Если он ее не видел, не слышал, слава тебе, Господи. Я мягко его сразу увожу туда, куда мне нужно, в позитив, скажем так. А если он говорит, да, я в нее пробовал, играл, а ты один раз пробовал или несколько раз? А я могу посмотреть, что это такое? А я не хочу загружать на свой компьютер. Давай где-то там играл, в твоем посмотрим. Я уже к нему мягко, как говорится, стелюсь, но подхожу, да, и доверие высказываю, что мне это же тоже интересно, то, чем интересуешься ты. Почему-то кто-то сказал, а ты мне не сказал. И в то же время я контролирую, как он использует этот интернет-ресурс. Ходит на английский, читает по-английски, там, может, какие-то комиксы. О, какие красивые картинки. Я ничего не понимаю в этом английском языке. Там, в испанском, французском, детям сейчас нравится и китайский язык. А ты можешь мне сказать, что там написано? Я, во-первых, вижу картинки, переводят, если уж не надо очень. Ну, 1, 2, 3 слова, надеюсь, зрительная память у вас хорошая, запомните. Или кого-то потом найду перевод и попрошу. Также, какие же есть все-таки
Направление работы педагогов, психологов, социальных педагогов, профилактики депрессии и суицида, которые рекомендуются, скажем так, Минобразом, Минздравом, и которые мы можем провести с ребенком дома, вот спокойно, да, провести с ребенком работу по снятию негативных эмоций, которые у него копятся. Ты можешь в душе попеть песни, ты можешь сходить, я могу тебя вывести в лес, и ты там можешь поорать, подубасить дерево, да, либо если тебе очень плохо, и мы не можем съездить в 9 часов вечера, да, ты можешь сесть и все мне здесь это высказать. И как бы мне ни было плохо, как бы мне ни было обидно, как бы никакие бы там у меня бури не бушевали, он мне это высказывает, он уже снимает свой негатив, он мне высказался. За чашкой сладкого теплого чая, да, за поеданием там шоколада, извините, да, такое высказывание. Но он мне все высказал, я выслушала его, постаралась его понять, и ребенку уже легче. Помочь ребенку разобраться в своих чувствах и отношениях. Опять же, как я люблю говорить, да, мой преподаватель, я не говорю, ты сейчас рассержен. У ребенка должен быть вариант. Я могу обозначить ему какие-то чувства, эмоции, ощущения, которые я знаю. Но он должен высказать свое мнение, свое чувство, эмоцию, ощущение. Я ему говорю, ты сейчас рассержен, огорчен или как? Мне нужно с ним доверительный диалог. Я должна знать, что у него в душе. Поэтому я могу сказать, ты огорчен, я констатирую факт. И он ничего мне не дает. Он скажет, ну, нет, и ушел. А когда я его спрашиваю, ты огорчен, рассержен, там, гневаешься или как, у него выхода нет, ему нужно мне ответить. И я ему помогаю в этот момент разобраться в своих чувствах и отношениях. Обучаю социальным навыкам, умениям преодоления стресса. Да, я могу рассказать ему за чашкой, опять же, чая, как я справляюсь с ситуацией гнева, да, как я справляюсь с ситуацией депрессии, когда мне очень плохо. Я, например, иду в магазин, покупаю вкусняшку. Обязательно мне должна быть заначка 50 рублей, чтобы купить там, я не знаю, жвачку, шоколадку или что-то, да. Либо я там начинаю рисовать, да, выхожу там в лес. То есть я ему обучаю социальным навыкам. Либо начинаю дышать, либо начинаю что-то читать, слушать музыку, смотреть кино. Обучаю. Это могут делать только родители. Оказывать подростку социальную поддержку с помощью включения семьи, учебного заведения, друзей. Мы уже об этом, в принципе, говорили, да. Папа с мамой в тебя верят. Мы можем там прийти, провести квест. Мы можем с тобой там сходить куда-то, еще ребят, одноклассников, кто хочет с нами пойти, взять их. При необходимости включить подростка в группу социально-психологического тренинга. Если я знаю, что в городе проходят такие тренинги, для меня и для него этот период как бы свободен, мы можем с тобой вместе походить, совместно, мама и ребенок, папа и ребенок, да, либо я могу записать и возить тебя, если надо, уважаемый. Я обычно говорю так, я могу тебя увезти, посидеть, подождать и привезти назад, потому что время бывает разное. И так, по крайней мере, я буду знать, что он действительно туда пошел. И педагоги-психологи, я уже прошу у них провести психокоррекционные занятия по повышению самооценки. Если нет, литературы сейчас много в интернете всего, без всякого фанатизма, да, как я говорю. Ну, давай вместе посмотрим. Вот там говорят рисование, что это помогает нарисовать свой дом. Давай посмотрим. Я хотя бы по пути посмотрю его отношение к нашей семье, посмотрю, как он нас воспринимает в семье, в этой члене семьи. Либо те же самые 3 дерева, и посмотрю, как он относится и какое дерево он. Что бы ни случилось, как бы ребенок вам не дерзил, как бы ребенок вам не хамил, скажем так, да, вы всегда, я вот всегда родителям говорю, вы должны сохранять понимающую, вежливую позицию. В моей практике за все годы работы, педагогический стаж у меня больше 25 лет, психолог больше 10 лет. Я встретила только одну маму,
которая сказала: я не знаю, что сделать с ним, и в принципе и не хочу знать, и я знаю, что он не хочет жить, но я не хочу, чтобы это происходило сейчас, потому что у меня второй маленький ребенок, это будут приходить комиссии, разборки, все остальное, да. Ну пусть где-то это будет там где-то и без участия меня, и вообще в отсутствии меня. То есть я даже не хочу понимать и сохранять элементарно вежливую позицию по отношению к своему ребенку, которому очень-очень плохо. Потому что здесь и сейчас у меня там есть свой плюс. Ну вот как бы вкратко так в общих чертах. Если ребенок что-то вам показывает, да, потому что наши подростки так же самое, как и маленькие дети дошкольного возраста, особенно в наш период, не могут описать свои чувства, эмоции, поведение другого человека, поэтому им необходимо объяснить, постараться объяснить чувства, поведение другого человека, да. Либо я вижу, что сейчас ты находишься, объяснить его чувство, поведение его в кризис. Ты находишься в состоянии кризиса, потому что первое, ты ведешь себя так, ты делаешь так, тебе плохо. Я могу тебе помочь. Чем я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? Как один из подростков сказал, если бы мне родители сказали просто вот, я могу тебя выслушать. Для меня это был кайф. Я бы не думала уже ни о чем. Я просто им все высказала, они выслушали, без нотаций, без истерик, без всего, и сказали: хорошо, сын, спасибо, что ты мне все это высказал. Так, есть такие ситуации, когда мы не всегда можем предупредить суицид. И если мы увидели, либо услышали с ребенком, что он говорит, не надо сразу: да, о чем говоришь. Просто нужно принять тот факт, что я не могу предупредить суицид, но я как взрослый человек, да, как родитель этого ребенка могу попытаться сделать все, чтобы это не случилось, чтобы у него как-то поменялись мысли. Может, за счет того, что я буду с ним разговаривать этот 21 день и говорить только о позитиве. Либо то, что я буду в любой конфликтной ситуации искать какое-то положительное, либо его уроки чему эти ситуации научили. Либо я сам куда-то обращусь. То есть я принимаю то, что я не могу это сделать, но я могу что-то сделать для того, чтобы это не случилось. Принять то, что суицид не игра, не беспомощная попытка привлечь себе внимание, а это то, что действительно говорит и проговаривает он. Если он сказал, то он пошел. И я должна обратить на это внимание, как родитель, да. И говорить с подростком желательно о его чувствах. Что ты сейчас чувствуешь, что ты ощущаешь, где эти чувства находятся, да, это уже психолог у меня такой пошел. А я вот сейчас рассержена, да, либо огорчена, либо счастливая, что ты со мной сел пить чай и можем с тобой просто о чем-то поговорить. Давай хотя бы фильм какой-то обсудим. То есть мы говорим с подростком о чувствах, пытаемся понять, что у него здесь. Если не пытаемся понять, но хотя бы пытаемся, чтобы он с нами рассказал, что с ним. И чаще всего подростки, наши подростки, да, они, когда мы с ними проговариваем, мы спрашиваем: все окей, все хорошо, да, ты там уже не думаешь, ты уже думаешь о чем-то другом, они с нами говорят: да, я с вами согласен, я не буду делать. Это для того, чтобы усыпить наше внимание, нашу бдительность. И для нас самое важное, что эти суицидальные мысли, да, попытки, они возвращаются. У кого-то через несколько часов, у кого-то через несколько дней. И поэтому мы пульс должны держать постоянно. И вот какой этот период никто не знает. Многие психологи, скажем так, и психотерапевты говорят, в течение 2, если была попытка, но она закончилась неудачно, то в течение 2 лет ребенок будет ее повторять. Даже не ребенок, ну, человек будет ее повторять, взрослый. Поэтому как ребенок, где что, у каждого называется свое. Но пульс мы должны держать. Не то, что поговорили, он сказал, не будет, никуда не пойдет, все. Нет. Он может в какой-то промежуток времени, когда ему очень плохо, а это очень много плохо будет
Даже из самого простого, весь класс пойдет пить чай, да, там у них будет какой-то чаепитие, а он не услышит, не придет, и на следующий день услышит о том, что вчера было чаепитие, тебя что, не было? Для него это уже все, стресс. Зачем я живу, я никому не нужен, классу не нужен, друзьям не нужен. Те же друзья, с которыми я ходил, куда-то там что-то давал и покупал, они про меня забыли. А когда вот это возникнет, то не знаю, да? И в конце беседы, какая бы ни была беседа, да, как говорят психологи, следует проигрывать поведение подростков в будущих кризисных ситуациях или неразрешенной текущей, да. Я обычно называю это так, разрешение конфликта. Ну смотри, у тебя существует конфликтная ситуация, да, там кто-то кого-то назвал, либо кто-то кого-то не разлюбил, да. Какие пути выхода видишь из этой ситуации? Минимум 3, максимум 12. И я ему подсказываю, если нужно. И потом говорю, когда мы все это прописали, желательно, чтобы мы это прописали, мы проговорили, мы прописали, мы потом это еще повторяем, как я называю, проигрываем. Ну вот смотри, ты прописал там найти другую девочку, это проигрывали. Это для тебя плюс или минус, да? И когда я говорю ему, попробуй это сделать дома, это 4-й пункт, наверное, надеюсь, что запомнили. Проговорить, прописать, проиграть и попробовать это сделать, да, повторить. Такой алгоритм есть, это работает как бы со всеми детьми любого возраста, даже со взрослыми с вами, да. И когда мы все эти 12 проговорим, проиграем, попробуем хотя бы один повторить, то для нас уже плюс. Мы уже проиграли поведение в кризисных ситуациях и в будущем. И даже в этой, если что-то подобное повторится, он в какой-то момент чисто подсознательно вспомнит. Мы там с мамой говорили о том-то, и вот пришли к такому-то выводу, что просто проигнорировать. Либо сказать стоп, что ты хочешь сказать, либо это меня не касается. А каким бы это боком меня касается? Никаким. И он уже выйдет из этой ситуации неблагоприятной для него. Надеюсь, понятно сказала, уважаемые. Итак. И как говорит доклад ЮНИСЕФ, да, смертность подростков Российской Федерации, что российские подростки чаще всех сверстников из других стран добровольно расстаются со своей жизнью. И детский суицид – это то, что практически всегда можно избежать, если вовремя на него обратить внимание. Если вовремя прийти, скажем так, к специалисту, даже не к специалисту, если вовремя это мы заметили и поговорили с ребенком. И основной причиной детского суицида является отсутствие у ребенка близкого человека, с которым можно было бы поделиться своими проблемами, все рассказать. А наши дети на сегодняшний день очень слабые дети. Слабые, что вот этого стержня, как раньше говорю, в годы Российской Федерации, да, вот надо строить коммунизм, надо идти, вот этого стержня как такового, ну, мало у кого замечаю, что у меня есть цель в жизни, я знаю, чего хочу, я знаю, что будет сейчас, завтра, послезавтра. И поэтому им очень тяжело в нашем мире, скажем так, в социуме. Большинство подростков, которые пытались покончить с собой, предупреждают о своих намерениях. Из 10 человек, примерно 7 человек делятся своими планами с друзьями, товарищами, могут проговорить даже взрослому, поэтому на это нужно обращать внимание. Могут где-то это прописать. На странице какой-то девушки, когда мы проходили тему суицид, прямо было вот прописано, да, я не хочу жить, а я думаю об этом способе, об том способе, об этом способе. Просто ВКонтакте на страничке. Может быть, это привлечение внимания с одной стороны, а с другой стороны, мы на это должны обратить внимание как взрослый человек. Как взрослый человек своего ребенка. И, как правило, подросток совершает только одну попытку. И самое опасное время повторного суицида от 24 часов до 72. И опять же, как говорят исследователи по по наблюдению 80-100 дней идет после первой попытки, когда он еще раз повторит, если эту боль не сняли.
Напоминаю то, о чем мы говорили сегодня с вами, да, целый час даже с лишним. Как помочь нашему ребенку? Прежде всего, информативность ваша и его. Почему это, даже я откровенно говорю, если разобьешься из окна, тебя будет то-то, 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 да. Лучший случай такой, лучший случай такой, да. Если ты хочешь повеситься, то-то, то-то, то-то. Принятие суицидента как личность, заботливое отношение. Не прямо я начинаю его опекать и везде с ним ходить, а заботливое отношение. Ты поел, ты позавтракал, ты сегодня там сделал то-то, то-то. Быть внимательным слушателем, то есть я его слушаю и не пишу в телефоне, да, и читаю, ну говори что-то, а действительно сижу его слушаю, в какие-то моменты говорю, да, да, я ему провожу такое активное слушание. Я не спорю, я просто совсем соглашаюсь, но могу сказать, используя гарвардскую модель, я полностью с тобой согласна, но существуют же такие выходы, а об этом ты подумал, да? Если мне нужно, я что-то не понимаю, я четко, откровенно задаю вопросы, и вопросы, которые не подразумевают, ты сегодня ел, да, нет, а именно обширные вопросы, да, а что ты об этом думаешь, как тебе сейчас, как тебе, да, предлагать конструктивные подходы, вселять надежду, у тебя все получится, это просто проблема, ну, просто ты оказался в то время, в том месте, где вот так тяжело, да, но обязательно есть дорога, есть дверь, которая открывается, через которую ты можешь выйти. Оцениваю степень риска, это действительно уже все, у нас были мысли, у нас уже есть планы, я уже знаю где, когда и что, я прямо расписал по полочкам, я бегу к специалистам, да. Не оставлять суицидента одного, даже на 5 минут, да, грубо говоря, потому что мы не знаем, что сделать в это время. Обращаемся за помощью к специалисту и сохраняем заботу и поддержку. Как говорил Бродский, мир, вероятно, спасти уже не получится, но отдельного человека всегда можно. Да. И я бы хотела вам сейчас попробую я бы хотела вам... Он закрыл, что ли? Показать такой мини-фильм. Сейчас, секундочку, я куда-то тут нажала, нажимать больше не буду. Включу вам презентацию. Так, простите, пожалуйста, как бы мне сделать фильм? Я куда-то уже понажимала, как порядочно. Да, мне нужно вот показать фильм. Ой, спасибо большое. Да, спасибо. Итак, посмотрите фильм, а потом я немножко его прокомментирую. 2 минуты он идет. Музыка? Тихо. Спасибо. Представьте, если бы у вас было всего 2 минуты, чтобы рассказать о себе и своей жизни. Искренне, без напыления красивых слов и выдуманных историй, о чем бы вы говорили? Представьте, что в этой коробке моя жизнь. Вещи, о которых мы часто упоминаем, но мало говорим по существу. Сейчас я попробую рассказать вам о них. Мне 22, я самый обычный человек, без особых талантов и достижений в чем бы то ни было. Дружба. Каждый день я вижу и общаюсь с множеством людей. Но по-настоящему назвать друга не могу ни одного человека. У меня нет друзей.
удовольствие. Дети любят Дети любят взрослые сладкое, взрослые тоже любят Но сладкое. это Но другие это другие Я сладости. знаю много. Я знаю многое о сладостях. Любовь. Вы верите в любовь? 16-17. Полюбить было проще, что ли? Сегодня любовь стала доступной и быстрой. Зачем мне напрягаться, терзать себя, если я могу получить все, что мне нужно, не прилагая особых усилий? Учеба. Мне не нужны знания. Я учусь по принципу «сдал и забыл». Все, что мне нужно, это запись зачетки, как итог диплом. Ему я найду применение. Чего я хочу? Я хочу делать только то, что нравится мне. Я хочу, чтобы меня никто не доставал. Я хочу жить достойно и в достатке. Фастфуд? Да, моя жизнь фастфуд. Проживал, выплюнул и забыл. Быстрая любовь, быстрое удовольствие, быстрые друзья. Это дико звучит, это вызывает привыкание, но мне это нравится. Все, вот и все. 2 минуты, и коробка уже пуста. Все, что я успел. Я живу во многом со Угу. Ага, и презентация загрузилась, красота. Так вот, это фильм, пусть даже молодому и красивому, всего лишь 22 года, но это фильм о том, что на сегодняшний день наши подростки в большинстве случаев вот такие. Зачем я живу? Я не знаю. Им очень тяжело найти какого-то значимого взрослого, да, если я доверяю, а вдруг он меня предаст, потому что, может быть, где-то в какие-то свой момент жизни меня уже предавали, либо показывают по телевизору, либо говорят сверстники, да. И поэтому задача как родителя наша быть всегда рядом. Какая бы ни была она опора, поддержка, она всегда рядом. По крайней мере, она выслушает, посидит рядом, да. Как я говорю обычно, я могу посидеть рядом. Ты можешь рассказать все, что я постараюсь тебя понять. Я не обещаю, но я постараюсь тебя услышать и понять. И постараюсь, не объясняя ему, предложить какие-то свои варианты выхода, да, предложить, сказать, а вот это ты пробовал, а вот это, а вот что еще. И, может быть, мои решения будут вообще, понимаете, нереальные, фантастические. Ну, давай подойдем, плюнем. Да, и это будет хорошо для тебя, плюс или минус? Что мы делаем? Плюем или ищем дальше решение? Этим уже, тем самым, что я посидела с ним рядом, да, выслушала его, может, предложила свой какое-то фантастическое, скажем так, решение, я уже сделала плюс. Я сделала на шаг вперед к своему подростку, к своему ребенку. И он знает, какая бы ни случилась беда, раз я это сделала, 2, 3, я могу прийти и рассказать маме, могу прийти и рассказать папе. Для детей вот этот фильм мы не показываем. Не буду вас задерживать, потому что уже 30 минут. Мы показываем фильм про барашка. Позитивный фильм про барашка. Уважаемые все видели. Неправильно скажу, но телестудия Рихард. Или да, что-то там такое. Смысл заключается в том, что жил барашек на земле, в горах скакал, да, но однажды приехали люди, гроза, гром, барашка отстригли. И он сел, спрятался, ну как мне теперь жить? И в этом мультике говорится, да, с гор спустился великий кролей и сказал, ты что, надо жить. А тот, кто про тебя что-то говорит, они сами ничего не понимают, они сами такие. А тебе нужно ножкой тупнуть и прыгнуть высоко к небесам. И вот барашек раз топнул ножкой, прыгнул, 2, прыгнул, 3 прыгнул, и дальше стал скакать по этой жизни, дальше стал жить. И вот, может быть, наша задача родителей заключается в том, что подойти, как этот кролей, великий кролей, да, спуститься с этих гор и сказать просто, надо дальше жить, и помочь ему эту ножку поднять, потому что в мультике кролей поднимает его ножку, об землю ударяет, дает возможность подскочить.
Вот детям мы показываем этот великий, как я говорю, великий мультик про барашка, по-моему, так и называется мультик про барашка, да, позитивный, что в любой ситуации, как бы не было тяжело, нужно идти вперед. И можем показать несколько раз, проговорить, но стараемся все-таки ребенка выводить из этого негатива. Итак, уважаемые родители, мы начали сегодня поздно, простите, я немножко задержалась опять, да, ну так получилось, хотелось все очень много и самое основное. Если у вас есть родители, вопросы, задайте мне, пожалуйста. Так. Если я правильно поняла, вопросов нет, да? Большое вам спасибо. Очень приятно. Надеюсь, уже микрофон. Вы знаете, Анна, я не психолог образования, да. Если я не ошибаюсь, вам в школе, в образовании дают специальный пакет диагностик, и там на сегодняшний день присутствует, по крайней мере, позавчера разговаривала с психологом, диагностики ЦУНГа обязательно, какой-то рисуночный тест. Какой бы вы ни дали, это вам все равно за него проводить вот этот скрининг, сейчас на вопрос отвечу, хорошо, писать отчеты в ту организацию, куда вы их отсылаете. Я как психолог, работающий как бы по запросу, я всегда говорю, когда мне приводят клиента, и мне нужно узнать, в каком состоянии, особенно если это подросток, если он хочет, и если он согласен, я продаю ему Люшера и ЦТО. И я надеюсь, что вы психолог, по Люшеру сразу видно, да, по крайней мере, так мне объяснял мой профессор, преподаватель, да, если синий и черный рядом, суицидальные мысли, намерения и так далее, да, простите, что как бы на всю республику. Если черный и красный, думаю, скажем так. Поэтому я чаще пользуюсь вот такой экстрим, быстрой методикой. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос, а в школе вам выдается пакет документов. Еще есть вопросы, уважаемые? Спасибо вам большое. Если вопросов нету, тогда я отключаюсь. Но в крайнем случае вебинар идет от консультационного центра, поэтому вы можете задать вопросы им, и я на них письменно, устно, кому-то, может, перезвоню, отвечу. Спасибо вам большое. Удачи в вашем труде. До свидания. Можно, да?